Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Юкшара. 19 ноября Бадра Гунба вступил в должность исполняющего обязанности президента Республики Абхазия. Всем руководителям и органам госуправления даны поручения о выполнении своих функций в соответствии с законодательством республики. Принятием решения Народного собрания Республики Абхазия об отставке президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжани и в соответствии с Конституцией Республики Абхазия приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия. Мною даны поручения всем руководителям органов госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения, обеспечения жизнедеятельности государства. Абсныжла рейзера депутат Шатула Хадаслам Жанейна Пунцакуарышта Царазаяр Захал Рыдер Клейтиме Пустит Абсныжла рейзера и замтана Томайлатора. Айлатора Джента Алика Трапшпхалан замта. На внеочередном заседании сессии парламента присутствовали 31 депутат. На повестке дня один вопрос – отставка президента Аслана Бжани. Спикер парламента Лаша Ашуба рассказал о переговорах между властью и оппозицией, которые проходили при посредничестве парламента. Парламент с первого дня кризиса занимался переговорным процессом. Также ряд других институтов государства занимались этими процессами. Например, Общественная палата и много других людей, которые хотели, чтобы этот кризис разрешился мирным путем. Вчера по инициативе парламента Республики Абхазия была сформирована группа, которая была направлена к президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжани из 5 депутатов, в которую вошли депутаты Харазия, Аршба, Пилия, Шергелия и Халваш и Гогия, с тем, чтобы была возможность проведения прямых переговоров между представителями действующей власти и представителями оппозиции. В конечном итоге удалось добиться того, чтобы стороны сели за стол переговоров. Переговоры проходили в Министерстве обороны Республики Абхазия при посредничестве парламента. Я сам участвовал в этих переговорах, и группа депутатов, которая занималась, была уполномочена, также были на этих переговорах. От обеих сторон было по 3 представителя, и путем долгого переговорного процесса удалось прийти к консенсусу для выхода из сложившейся ситуации. Я считаю это очень позитивным, потому что много было людей по обе стороны. Я благодарен каждому гражданину и каждому из представителей сторон за то, что они проявили выдержку и не теряли самообладание. Это было очень важно в этой ситуации, и мы в очередной раз смогли вернуть наше государство в правовое русло. Это чрезвычайно важно и для нас, как для ответственных руководителей, и, конечно же, для наших граждан, для сохранения нашего суверенитета и нашей страны. За это хотел бы отдельную благодарность выразить всем участникам этого процесса, в том числе и вчерашнего процесса, и поблагодарить еще раз наших граждан за выдержку и понимание. Депутаты единогласно проголосовали за повестку дня. Согласно регламенту, кадровый вопрос проходит путем тайного голосования. Парламент сформировал счетную комиссию. В него вошли вице-спикер Астамур Аршба, депутаты Бадра Пилия и Батал Джопуа. Далее был объявлен перерыв на тайное голосование. Итоги тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии депутат Батал Джопуа. О результатах тайного голосования об отставке президента Республики Абхазия Бжани А.Г. Присутствовало депутатов 31, всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 31, проголосовало 31, недействительные бюллетени 2, за 28, против 1. По итогам голосования об отставке президента Республики Абхазия Бжани Аслана Георгиевича отставка принята. Парламент принял отставку президента Аслана Бжани. До проведения досрочных выборов исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Алика Трапшина, Алгвинджи, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Ахюнткарат хыбрат комплекс квашарты дырадмадзура ахчара на пацаға еғу на оппозиция хатарнак чатпыла хады успарта режит. Апсна министр Чарела за араванзату я усурат режимах и хынхит. Уажы харзыхын хүп ятспехты скорым япысша. Напсна напхгары оппозиция тумчиракуер хатарнакча парламент рыбжаға зарыла рейчажыра Асад жарзы ялагайд. Як хыркушахайд цхагуаны Асад хпарзы. Асад кицоз айчажыра куерлыцшыны айкушахатрар напацар юдуи ялахуз. Аслам Джания апсна хадына пунцакуара ныжыраза арзахалына по ацаюид. Яраубасына пунцакуара ныжыраза арзахалына по ацаюид апыза министр Александр Анкуаб. Апсна хадына пунцакуана игдзалу Баадрагунба, Найхабырар Хадас Валерий Бганба. Игер там чрат структура, кое хюнткара дуспорта, курнапхкай чармадзура, кое шинарагдец и нарагдзалойд. По инициативе парламента была организована встреча сторон прямая. Вы знаете, на протяжении прошедших дней парламент выполнял посредническую функцию между руководством Республики Абхазия и оппозиционными силами. Сегодня мы решили перейти к формату прямых переговоров. Шли долгие переговоры, и нам удалось прийти к консенсусу. Собственно, со стороны президента Республики Абхазия присутствовали 3 делегата во главе с Бадрой Зурабовичем Гумба, со стороны оппозиционных сил 3 лидеров организации, лидеров оппозиции. Передадим им слово для того, чтобы они прокомментировали те договоренности, которых нам удалось достигнуть. Хочу в завершении сказать, что благодарен участникам встречи, президенту Республики Абхазия за то, что делегировал свою делегацию, представителям оппозиции за конструктивную позицию, которую сегодня удалось нам, которой сегодня удалось нам добиться в рамках нашего переговорного процесса. В целях сохранения стабильности мира президент принял решение подать в отставку. Это стало результатом долгих переговоров. Переговоры шли более 9 часов. Самое главное нам оставаться в русле правового поля. И учитывая все эти факторы, было принято это решение. Сегодня мы можем сказать, что ситуация разряжается, и я уверен, что все наши усилия, направленные на стабилизацию ситуации, достигли своей цели. Таких сложных переговоров в последнее время, наверное, не было. Но разум взял верх над тем, что происходило все эти 4 тяжелых дня для нашей республики. И, слава Богу, все разрешилось. Я думаю, что с этого дня все должно обнулиться, и мы начнем строить нашу молодую страну, я думаю, в более правильных понимании этого слова, конституционном поле, правовом поле. Я думаю, что все вместе народ Абхазии может сплотиться и построить великолепную, процветающую страну. В соответствии с соглашением, которое мы сегодня достигли, президент страны подает в отставку, исполняющим обязанности будет вице-президент, премьер-министр Александр Золотецкий подает в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра назначается Валерий Анатольевич Бганба. Все министры, руководители, находящиеся на местах, будут исполнять свои обязанности до избрания нового президента. Завтра заявление поступит в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Парламент уже рассмотрит сегодня, да, уже 19-я дата. Аслам Джания обснедалсна дцейт хайирха информация яшадзам тамш дугу. Агука харасымам псытбарада яхелгас гу артынчи таус дуква сапха иштоупихейт Аслам Джания. Доброе утро. В настоящее время я со своими соратниками нахожусь в Продовом селе. Там огромное количество дел здесь. А те люди, которые распространяют такую откровенную ложь, это им свойственно, это их образ жизни. Поэтому, дорогие друзья,
уважаемые сограждане, прошу на такого рода провокации не реагировать. Аԥсны аԥхгара оппозициатә мчрақәа иреицәажәара алҵшәақәа ихишьаалеит ауаажәларатә усуҩ Давид Плиа. Иаха аӡә дыцәеит ҳәа сгәы иаанагаӡом, асааҭк аиҿцәажәарақәа цон, зегьы алҵшәақәа ракәын иззыԥшыз, убарҭ аиҿцәажәарақәа абри араамҭа изадхалеи, насгьы ишԥамҩаԥысуаз дара? Уи ҳаишьцәажәара имариан ҳәа сҳәар сиашаӡам, даара ихьанҭан. Избанзар абри аҩыза аус аҿы дасу иҭахуп иаҳа еиӷьу авариант адкылара. Иара дышлахәаԥшуа ала. Иара нас дхынҳәны даннеилак абри абас дара ирҭахын, аха ҳара абас иҟаҳҵеит, абри зыҟаҳҵазшәа шәзыҳәаноуп ҳәа агәырӷьаҿҳәаша нганагара. Аха ус иҟаз авариант ҳара ҳзаламцәажәеит, избанзар ус иҟоу авариант уи аус арбгоит. Ну иаҳҳәап, аҳәынҭқарратә структурақәа ауҳашьҭит аҩныҟа, араион администрациақәа рхадара ауҳашьҭит, нас абарҭ еиҭа рҭыԥаҿ анагара ауаа рхианы иҳамоума, ирымоума ауаа рхианы ҳапонентцәа. Ус иласы иузыҟаҵо усума ари? Уи аӡәы аминистр дамыхны иҭыԥаҿ даҽаӡәы ирыласны инагар иахьа даараӡа ихьанҭоуп. Ус иҟоу ҳара аресурс ҳамоума, апотенциал ҳамоума, иҟаӡам. Ус анакәха, иахьа ус зуа. Уи нас иуҳәар ҟалоит, аӡәы ибзианы иуеит, аӡәы уиаҟара иусушьа ҳагәаԥхом, уигьы иҟоуп, ҳәарас иаҭахузеи. Аҳәынҭқарраҿы есқьынагьы иҟоуп агәҭыхарақәа. Аха зегь дара роуп усҟан ҳаԥхьа ишьҭоу алыхрақәа ҳзеиҿкааӡом. Алыхрақәа наҟ инаскьа ҳконституциа еилагеит. Ҳконституциа инеилаганы ҳара даҽакала акы ҳақәныҟәо ҳаналага, усҟан ҳара ҳҳәынҭқарра шԥаҟало, ҳара ҳашԥаҟало усҟан. Усҟан ираҳҳәои атәымуаа иҳахәаԥшуа, ргәы хыҭхыҭуа, Нхыҵ Кавказаа иҳахәаԥшуа, ҳашьцәа ӡнырцәы инхо, ҭырқәтәыла инхо, ираҳҳәои усҟан. Убри аҟынтәи абри авариант иалахыз, абри ҳаицәажәара иаҳа еиӷьуп ҳәа агәра дҳаргеит ҳапонентцәагьы, нас ҳәарада даргьы ақәшаҳаҭхеит. Владислав Ардзынба ихьыӡхәа аҟәатәи ҳаиртбаӷәаза ахархәарахь ирыҭахоит иаарласны уи апасаџьырцәа рымаҵаулоит иааиуа акурорт сезон азы. Абри атәы иҳәеит Урыстәыла иҟоу Аԥсны ахаҭарнак Алхас Кәыҵниа. Аҳаиртбаӷәаза амакет цәырган Москва имҩаԥысуа атранспорт амчыбжь ҳәа захьӡыз афорум аҿы. Аҳаиртбаӷәаза аиҭашьақәыргыларазы Аԥсны анапхгареи аилахәыра инфраструктурное развитие аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит ҩнызқьи ҩажәихԥа шықәса рзы. Аргыларақәа хыркәшахеит ҩнызқьи ҩажәиԥшьба шықәсазы.
Сегодня для нас это большое событие. Вот, наш Сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзема представлен здесь на транспортной неделе, на большом форуме. Это нас очень радует. Вы знаете, по соглашению, в соглашении записано, что даты окончания работ это в конце декабря 2024 года. Но я как пообщался здесь с инвесторами, с теми людьми, которые вплотную этим вопросом занимаются на месте, то ввод в эксплуатацию это будет ближе к курортному сезону всего аэропорта. И на самом деле это для Абхазии очень важное событие. Мы очень долго ждали это. Вы знаете, у нас порядка 30 лет тому назад была война, вот, и послевоенное время наш аэропорт бездействовал. Нам запрещали взлетать, прилетать по международным нормам ИКАО. Запрещено было вводить вообще в эксплуатацию наш аэропорт. Но сегодня с помощью российского руководства, с помощью инвесторов и с помощью руководства Абхазии были достигнуты такие договоренности, что аэропорту быть. И поэтому сегодня люди этим делом серьезно занимаются. Я абсолютно уверен, что оно даст новый импульс нашей стране. Это в имиджевом плане республика будет наша развиваться и в экономическом плане. Это уникальный аэропорт будет, потому что я вот сейчас тоже ознакомливался с некоторыми деталями. Да, вот на стенде стоит макет, и вот представители этой организации, которые занимаются там работами, они ввели в курс дела, да, и там вот уникальные сочетания есть, когда в зоне оформления, да, приходишь, и оно практически будет находиться на улице. Да. Это летний вариант будет считаться, где это будет сочетаться все с природой, и не будет таких замкнутых помещений, как обычно в аэропортах приходишь, там, ну, как бы вы понимаете, да, вот о чем я говорю. И, ну, сама природа там располагает, чтобы люди туда прилетали и отдыхали комфортно. И, насколько я понимаю, там еще можно будет и... Тем более рядом море. Житель Сухума обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере. Далее оперативная съемка МВД. Житель города Сухум Зантарий Рамазан Романович, 1986 года рождения, обвиняется в совершении тяжкого преступления, именно хищения чужого имущества в особо крупном размере. Преступление имело место на территории смотровой площадки горы Мамзычха в городе Гагра, где из припаркованного автомобиля, на котором следовала пассажирам заявительница, была похищена женская сумка с 2 сотовыми телефонами марки iPhone 14 Pro, документы и банковские карты потерпевшей. Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району и задержан совместно с коллегами первого отдела милиции столичного УВД в результате проведенных разыскных мероприятий, когда следовал на автомобиле по улице Лагвилава уже в городе Сухум. В ходе осмотра автотранспортного средства сотрудники милиции изъяли похищенное имущество. Согласно материалам уголовного дела, сумма ущерба, нанесенного потерпевшей в результате преступного деяния гражданина Зантария, составила 168 тысяч рублей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Обвиняемый содержится под стражей. Ахаугат ишизларыз хавалов зарамза вежерзыбсны хатсына куамш бзе хойт уханов баджейза. Чына жая 5 градусы бхара хойт хамшинза агвандара 5 градусы гу. Абряла информация дыра тарамши кшара хыркшу пана юспи хайк шурагынза.